С октября прошлого года в столичной детской поликлинике функционирует специальный кабинет, в котором принимают детей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Здесь же проводят ПЦР-тесты. Для маленьких пациентов и их родителей организован отдельный вход. Ковид-кабинет работает с 9:30 утра до 6 вечера. Прием ведут врач и медсестра. На сегодняшний день уже до 12 часов мы приняли 34 ребенка. Практически все они подозрительные по новой коронавирусной инфекции. И после 12 мы завершаем забор материала и осуществляем уже осмотры, консультации детей. Также мы можем здесь проводить, если будет нужно, какие-то манипуляции, если уколы нужны будут или еще какие-то дополнительные манипуляции по лечению. Конечно, за последние 2 недели ухудшение ситуации идет по всей стране. Естественно, мы это видим и понимаем, что если, допустим, 3 недели назад у нас загрузка кабинета была до 10 человек, то сейчас уже только до 12 прошло 35 человек. До 12. Первые признаки коронавирусной инфекции у детей схожи с симптомами обычной ОРВИ. Осложнить течение болезни могут сопутствующие заболевания. Специфического лечения COVID-19 у детей не существует. Терапия направлена на облегчение симптомов и предупреждение развития бактериальной инфекции. Мы стали замечать, что именно новая коронавирусная инфекция у детей начинается как кишечная инфекция. Сейчас разгар лета, середина лета, июль, когда и так у нас происходит подъем кишечной инфекции, да? И зачастую родители немножко не понимают и начинают заниматься самолечением. Я хочу призвать всех родителей не заниматься самолечением, обращаться к доктору. И только доктор может решить, делать ПЦР, не делать ПЦР, потому что мы к своим детям критически не относимся, да? Поэтому обязательно не оставайтесь дома. Медики настаивают на повышенном внимании родителей к симптомам ОРВИ, а также соблюдению строгих профилактических мер. Врачи вновь и вновь повторяют, необходимо избегать массового скопления людей, использовать маски и дезинфицирующие средства. Резко увеличилось число. Вот даже я вам скажу последние данные. На предыдущей неделе принято 250 человек в ковидном кабинете. Взято 91 анализ ПЦР. А за эти 2 дня 51 уже. Возраст самый разный. Причем дошкольного стало немало. Потому что контакты происходят, контакты семейные. В семьях болеют люди, которые иногда скрывают свое заболевание. Потом, когда проявляются у детей признаки заболевания, они уже тогда обращаются. Очень несознательно население себя ведет. Без масок заходят, вступают в конфликт с нашими медсестрами, не хотят одевать маски, не хотят соблюдать правила поведения в поликлинике. Очень сложно. При более тяжелом течении коронавирусной инфекции детей направляют в республиканскую детскую больницу. До недавнего времени в учреждении не принимали ковид-пациентов. Однако с увеличением количества заболевших здесь было открыто обсервационное отделение. Пока в отделении проходят лечение только амбулаторные пациенты. Те, кто нуждаются в инъекции, внутривенном вливании, они только по показаниям, по согласованию с докторами, они могут прийти вот здесь у нас в обсервационной зоне получить внутривенные вливания. То есть мы здесь оказываем такого рода помощь. Если какое-то наблюдение стационарное нужно первые несколько суток, мы можем тоже организовать такую помощь. Но на сегодняшний день пока таких больных нет. По данным ВОЗ, дети болеют коронавирусом реже и легче переносят инфекцию. Однако в последнее время случаи заболевания участились среди всех возрастных групп. К сожалению, есть дети, которые у нас был случай, когда ребенку было 20 дней заражения, от 0, скажем так, до 18 лет, это подростковый возраст, в том числе включая, это все, они болеют и заражаются, и, кстати, таких больных достаточно много. По словам Игоря Джопуа, ковид не отменяет других болезней. В больницу по-прежнему продолжают обращаться пациенты с кишечными и вирусными инфекциями, травмами и другими заболеваниями. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.